Республика Ингушетия, хоть и считается самой небольшой территориально, остается все же одной из самых богатых на природное разнообразие. Хоть у большинства Ингушетия ассоциируется с прекрасными величественными горами, древними башнями и загадочными легендами, у республики есть еще одно неоспоримое достоинство, ради которого стоит присмотреться к ней более пристально. Этим достоинством можно считать степи, а точнее степные предгорья республики. Если обратиться к науке, то можно обнаружить возникший лишь к XIX веку интерес со стороны исследователей. Однако образовались эти ландшафты очень давно. В целом, горно-степной ландшафт Ингушетии называется аридным, то есть засушливым и теплым, а свидетельством принадлежности к этому типу климата служат языческие некрополи, так называемые Малхара-Кишнаш, с естественно мумифицированными захоронениями, которые возводились на максимально засушливых и вентилируемых склонах. Возникновение горно-степных ландшафтов между скалистыми и боковыми хребтами Большого Кавказа связано с сазональным влиянием таких факторов, как абсолютная высота, ориентировка и конфигурация горных хребтов, крутизна горных склонов и расположение их по отношению к солнечным лучам и преобладающим воздушным потокам. Именно эти факторы определяют резко засушливые климатические условия склонов. Всего за год тут выпадает не более 600 мм осадков, а в полупустынно-степных и того меньше, всего около 400 мм. Для сравнения, в Краснодарском крае выпадает от 1500 до 2000 мм осадков в год. Несмотря на такое скудное количество влаги, горные степи Ингушетии большую часть года покрыты зеленым ковром трав и растений. Прекрасный рост растений обеспечивается уникальными характеристиками почвы. Горно-степным ландшафтам характерны каштановые и черноземные почвы, ковыли, типчаки, тонконоги, кермеки, полыни и бородачи, а полупустынно-степным характерны заросли колючих кустарников и скорпионы, так говорят ученые. Что касается самих жителей республики, то они активно используют свою территорию для ведения сельскохозяйственной и животноводческой деятельности, и это можно считать отдельным поводом для гордости. Как уже замечалось, Ингушетия – одна из самых маленьких территорий России, и все же она занимает 37-е место по объемам производства продукции сельского хозяйства по всей стране. Достичь таких показателей помогают как раз горные степи, черноземные площадки которых достигают 85% от всей территории республики. Агропромышленный комплекс Ингушетии не только обеспечивает собственной продукцией жителей республики, но и зарабатывает путем продажи излишков. В большинстве частные фермы и работники государственных аграрных предприятий выращивают зерновую культуру – ячмень, овес, пшеницу, фасоль и множество других культур. Особое место занимает производство растительных масел из собственного сырья, для чего на горно-степных участках Ингушетии выращиваются подсолнечник, горчица и рапс. Традиционно республика обеспечивает себя овощами. Выращивается картофель, хорошие урожаи дают другие овощные культуры. Отдельно можно выделить выращивание бахчевых культур. По этому показателю республика занимает одно из первых мест по всей России. Что же касается вкусовых качеств ингушских дынь и арбузов, то оценить их можно, попробовав в Ингушетии в сезон сбора урожая, в конце июля или начале августа. А как хороши и ароматны абрикосы, персики и груши, выращенные на горно-степных склонах. Степи Ингушетии, помимо прочего, обеспечивают развитие животноводства. Благодаря изобилию трав на горно-степных ландшафтах в республике стало увеличиваться поголовье крупнорогатого скота, который выращивается и на мясо, и для производства молока и молочных продуктов. Огромное поголовье овец и коз традиционно для Ингушетии. Стоит отметить, что в последние десятилетия в республике выращиваются в основном грубошерстные овцы, в то время как в былые времена предгорья и степи Ингушетии были полны стад ценных полутонкорунных и тонкорунных овец. И все же, если взглянуть на пастбище с высоты птичьего полета, можно увидеть отары, пасущиеся на солнечных предгорьях, завораживающее и умиротворяющее зрелище. И все-таки степи Ингушетии служат пристанищем не только для полей, садов и пастбищ. Большинство крупных населенных пунктов республики расположено именно в степной части. Всего в Ингушетии 5 городов, один из которых получил статус города всего несколько лет назад. Но начнем мы знакомство с города Назрань, самого густонаселенного и крупного. Датой основания города считается 1781 год, однако на землях Назрановской долины люди живут с глубокой древности. Первые поселения относятся к 40-му тысячелетию до нашей эры. Здесь зафиксированы многочисленные памятники древности. На юго-восточной окраине Насыркорского округа обнаружено поселение конца 2-го тысячелетия до нашей эры.
В тяжелые периоды истории, когда плоскость захватывали более сильные завоеватели, жители Назрановской долины уходили в горы, но при первой же возможности возвращались на свою родину. Ингушский фольклор сохранил многочисленные предания о том, как проходило заселение этого места. В последний раз ингуши вернулись в долину в 1890 году. Впервые в официальном документе Назрань упоминается 5 июня 1890 года. С тех пор город успел окрепнуть, разрастись, обзавестись памятниками архитектуры и искусства, стать пристанищем и домом сотням тысяч жителей и даже побывал столицей Ингушетии. Сегодня Назрань – крупнейший культурный и экономический центр республики, служащий также крупнейшим транспортным узлом региона. Следующим рассмотрим с высоты птичьего полета город Сунжа, который получил свой статус буквально несколько лет назад, в 2016 году. Расположенный на территории горно-степного участка ингушской территории, город может похвастаться большим количеством жителей – более 65 тысяч и довольно внушительной историей. Согласно последним данным, Сунжа или Курий-юрт существовала еще до того, как на месте древнего населенного пункта появилась казачья станица, разросшаяся впоследствии до города республиканского значения. Современная Сунжа – это прекрасная архитектура, множество социально и культурно значимых сооружений, а также место, где людей с обозначенной в паспорте национальностью ингуш или ингушка проживает больше всего в республике, если сравнить в процентном соотношении. Одним словом, город Сунжа – истинно ингушский населенный пункт с явно выраженным национальным колоритом. Еще один населенный пункт, расположенный в центральной части степных территорий Ингушетии – город Карабулак. Строго говоря, статус города он приобрел всего 2 десятилетия назад. И уж совсем недавно, в 2009-м, Карабулак стал центром вновь созданного городского округа. Согласно официальным источникам, годом рождения Карабулака можно считать 1859 год. Как город, Карабулак появился в 1995 году. Сегодня Карабулак – промышленный и культурный центр республики, где проживает около 45 тысяч жителей. В городе функционирует старейшее производство. Кроме того, Карабулак может похвастаться религиозными и архитектурными памятниками. Особую гордость жителей самого города, да и всей республики, вызывает Музей искусств Ингушетии. Если будете в Карабулаке, обязательно загляните в этот музей. А мы же отправляемся в Малгобек, еще один город республиканского значения, раскинувшийся на степной части Ингушетии. Проживает в нем чуть меньше 40 тысяч жителей, но все же Малгобек считается крупным региональным центром. Город имеет богатую историю, познакомиться с которой можно, пройдя по городским улицам. А еще Малгобек красив, как и большинство предгорных городов. Особое место среди крупных населенных пунктов занимает Магаз, столица Ингушетии. Город был заложен в 1994 году, практически в чистом поле, а уже через 6 лет он стал столицей. Название выбрано со смыслом. Магаз – главный город легендарного Аланского царства, разрушенный татаро-монголами в 13 веке. Его точное местонахождение неизвестно, но вокруг Магаса и соседней Назрани действительно обнаружено несколько древних городищ. Поскольку город очень молод, то он только начал обзаводиться достопримечательностями, и первой из них можно считать Башню Согласия или Магас Тауэр высотой 100 метров. Она стилизована под ингушскую боевую башню, но с сугубо мирной начинкой. Внутри расположились смотровая площадка, конференц-зал, торговый центр и ресторан. Хоть город и молод, но в нем проживает около 15 тысяч человек, и население ежегодно увеличивается, ведь Магаз все-таки столица. Города Ингушетии, а особенно столица, прекрасно иллюстрируют, как человек может покорить под свои нужды любой ландшафт. Горные степи республики не только служат жителям, но и хранят следы давних легенд и древностей истории этой земли. Кроме того, ингушские степи – это красивые места, необычные, гостеприимные и прекрасные.